Добрый день, друзья! Сегодня у нас замечательная новость. Запускаем новую рубрику «Новости татар со всего мира», где мы расскажем все, что нас касается, ну и где-то не очень, но мы все равно про это проговорим, осветим, чтобы вы были в курсе всех новостей. Приступим к первой новости. Фахриддинов, это боец ММА, выступил против того, чтобы Элвин Грей читал азан при открытии мечети в Уфе. Вот. Цитирую слова Фахриддинова. «Я считаю, что это полный бред, это позор. Лично для меня это мое мнение, это позор. В Башкирии очень много достойных имамов, муэдзинов, которые должны это делать. Если ты поешь, пой, занимайся тем, что по кайфу, но куда ты лезешь в мечеть», сказал Фахриддинов. Лично мое мнение, я думаю, почему бы и нет. Все-таки, если так посмотреть, имам – это не профессия, это, так скажем, призыв и обучение. Поэтому и как раз-таки, если человек хочет в религию удариться, можно начать и с азана. Тем более, скажу, у него голос очень красивый. И думаю, будут согласны с этим много татар. Поэтому, что вы думаете об этом? Накидайте огня в комментариях, а мы перейдем к следующей новости. В Екатеринбурге открылся татарский культурный центр. Это то место, где татары собираются друг с другом, коммуницируют, общаются, а главное изучают свой родной язык. Теперь возможностей для татар в Екатеринбурге появилось больше. Председателем является Ринат Каштанов. Обязательно ссылочку тут или там выложим. Ну а вам, екатеринбуржцам, пламенный привет. Обязательно в самое ближайшее время мы приедем к вам и познакомимся с вами лично. Так что, татары из Екатеринбурга, ждите нас. Ну и плавно переходим к третьей новости. Сабантуев больше не будет. Или, по крайней мере, на этот год. Руководство Москвы и Московской области решило приостановить массовые мероприятия. Главы других регионов решили последовать примеру Москвы и Московской области и тоже приостановить массовые мероприятия. Поэтому в ближайшее время барашка домой с Сабантуя не забрать и не поучаствовать. Но у нас есть уникальная возможность потренироваться в этом году, и будем надеяться, что в следующем году Сабантуй возобновят. На этом все, дорогие друзья. У нас сегодня был первый экспериментальный выпуск. Пишите в комментариях, что вы хотели бы услышать в следующих новостях. Надеемся, новостей будет больше, интереснее, насыщеннее. Так что до встречи. Всем спасибо. Пока.